Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Тере вам всем из Эстонии, из Таллина. Меня зовут Яна. Сегодня у нас с вами будет закупка продуктов в холодильнике. Опять почему-то все пусто. Закупка и обзор продуктов, конечно, с рубрикой «А как это будет по-эстонски?». У нас тут закупочка. Можно прям обзор отсюда делать? Мы в Максиме. Ну что, друзья, да, мы из магазина, но не только в магазине были, ездили с Кристиной, возили к ортодонтисту, взяли слепки, и скоро, ну сколько там недель, Кристине устанавливаются эллайнеры. Будем устанавливать эллайнеры, и с большой суммой денег мы сегодня расстались. Мои хорошие, мы в клинике. Кристине сделали слепки. Будем ставить эллайнеры. Не брекеты, а вот эти современные прозрачные, чтобы не видны были. Эллайнеры. И сумма бешеная. Сегодня первая часть платится. Ой, это тысячи, короче. Ну, что делать? Красота требует денег. Теперь мы съездили в магазин, были в Максиме, и сейчас будет обзор того, что купили. Чек на 57 евро. Что можно купить на 57 евро при нынешней жизни, при нынешних ценах в Таллине? Сколько стоит еда в Таллине? Обзор давайте посмотрим. Ну вот здесь вот такую гору горищу купили, но здесь нет мяса. А мясо по-прежнему покупаю в дешевом магазине Гросси, потому что у них хорошие цены. Сейчас как раз вынула из холодильника там еще фарш, свинину, буду делать буженину, так, ну, чтобы без колбасы, а холодное мясо, там, нашпигую чесноком, нашпигую семечками, ягодами можжевельника, и вот такое горячее, холодное, ну, лучше холодное вместо, знаете, колбаски на хлеб. Хлеб купили, огурчики, купили картошки много, ну, и давайте более детальный обзор с ценами и с нашей рубрикой «А как это будет на эстонском?». Картошка. Картошка на эстонском будет картуль. И стоит она 29 центов за килограмм. Картошка хорошая, ничего не могу сказать, никакой кольцевой гнили. Она желтенькая. Желтая. И картошка хорошая. Ну, не мытая, да. Но хороша для пюре и для всего. Вот про ничего сказать не могу плохого. Мука в Максиме. Мы были в магазине Максима. Это дешевый магазин, сеть дешевых магазинов, бюджетных. 99 центов стоит 2 килограмма муки. И мука на эстонском будет яху. Яху. 99 центов. Маринованные огурчики 2 евро 49 центов. Мне захотелось оливье. Да. А вот мясо сделаю, значит, буженину. Картошка, морковка, огурчики, майонез, сметана, и у нас оливье, потому что на завтраке чего-нибудь такого хочет и я, и семья, и все хотят. Потом мы взяли 5 евро 39 центов. Сегодня завалено у меня здесь все как-то в куче. Муж помогал выгружать, и все куча, и непонятно, что, в общем, куплено. Но сейчас как-то мы с вами разберемся. Херингас. Херингас. Это селедка. Селедка большая, 5 евро 39 центов, минус скидка. И в результате 4 евро 19 центов. Ну, в общем, за 4 евро здесь очень много, здесь килограмм, что ли. Прям большая-большая, но такая упаковка. Килограмм. Килограмм за 4 евро. Селедка. Ее хорошо в баночку, хорошо в форшмаке делать.
И у меня в баночке, ну, кто смотрит меня давно, знает, как я делаю. Перемежаю лук репчатый с кусочками селедки в банку в холодильник. И она почему-то сразу пустая на следующий день. Странное такое дело. Дальше смотрим. Картошку сказала. Макароны евро 25, полкило. Причем я взяла и вермишель, и обычные макароны. Какие здесь из них какие? Вот эти, по-моему, евро 25. Обычные твердых сортов, 500 грамм, такие спиралькой. Пусть будут иногда, а надо, когда вот ничего нет, то сварить. Ну, это у меня в кладовке. Творожные кремы сейчас евро 49, большие в Максиме. Тоже не вижу. Вот такой крем с ванильный десерт. Ну, Кристина просит. Купите мне булочек, купите мне творожных кремов. Дальше это морковь. Так. Крем творожный так и будет. Кого пима, крем. Кого пима, крем. И вот эти маленькие тоже самое. Дальше морковь у нас стоит на развес 35 центов. 35 центов, и здесь на 47 центов там килограмм с чем-то. И морковь на эстонском будет поргант. Гнилую какую-то взяла, ну молодец. Поргант. Зефир 2,99. Да, больше мужа не прошу выкладывать, потому что здесь, конечно, ну ничего не понятно. Навалил и ушел. Видно, что не блогер. Ой, да. Ну, мы сейчас с вами здесь пока нароем всего этого. Ну, вот. Вот такой зефир. Он так как половинками. Ванильный. Так, чаю. Кофе. Теперь чек потеряла. Да. Дальше. 2,90. Сметана стоит 99 центов. Зефир так и будет. Зефир. Сметана 99 центов, 20 грамм. 20% здесь 400 грамм. Они даже не по полкило. Хаппукор. Сметана. 2 сметаны. Потому что сметана то в готовку, то в соус, то еще во что-то. Хлеб евро 55 берем неизменно наш бездрожжевой. Перемеhe. И будет на эстонском хлеб это лейб. А если ржаной хлеб, то руккилейб. Таких мы, кстати, взяли пару. Ну, чтобы не бегать все время в эти магазины. Кефир евро 55 и цельнозернового молока. Из цельного молока, или как-то написано, тайский масло, в общем. Евро 55. И кефир на эстонском будет кефир. Вот. Таких взяли 2 литра. Он такой жирный. Очень даже вкусно и хорошо. На него, кстати, была скидка, и с 2 кефира стоили 2 евро 38 центов вместе. Цай евро 29. Булка на эстонском будет сай. Сай. А это как бы рössай. Ну, это как бы тост для того, чтобы его рöstить. Ну, как-то по-русски. Тестировать. Нет, ну как, жарить. Рöstiма. Ну, в общем, в этот тостер. Когда из тостера, Вы меня поняли. У нас так много таких слов, когда не знаешь, как на русском. Да, в общем, булка, грубо. Саи. Такую взяли 1, а хлеба 2. Яйца 2,69. Яйца чего-то дорогие, да. Но здесь скидка из-за карточки клиента, и поэтому 3 евро 78 центов, 20 яиц. 2 пачки, а евро 78. Яйца на эстонском мунад.
Яйца крупные, хорошие, большие очень такие. Взяла 20 штук. Как с пакки? 2 пачки. Как с комментутки. 20 штук. Дальше что еще? Блинчики 2 евро 35 центов. Кристина, что в школу, когда идет, ей что быстро. Ой. Да, все. Всех увольняю помощников. Ничего не найдешь. Ничего не видно. Вот это вот все. Вот они, паньколки. Паньколки. Вот такие у нас паньколки. А с яблочком. Их там 4 штучки вроде, да. Угу. Блины будут паньколки. Так, селедку сказала. Когу пима кремит 85 центов сейчас. Я уже говорила, как это творожные кремы с ягодами от Альмы и от фирмы Тере. Шоколадный и крем-брюле. Хорошие десерты, но покупать я стала их редко. Булочки здесь были по 59 центов. Называется Вейроуз. Вейроуз. Это как бы масленичная роза. Ну, в общем, пустые булки, чуть соленые. Перевод. Сайяке. Вейроуз. Такие булочки. Их, знаете, иногда даже вдоль с паштетом можно, не обязательно только так их есть. Он тоже кофе, все это завтраки, как бы. Ага, хлеба 2. Лук. Лук 37 центов за килограмм. Все наши центы в евро. Все наши цены в евро. 38 центов, да. Ну, здесь килограмм у меня вышел. И на эстонском лук будет сипуль. Есть еще один лук, тоже сипуль, но он рохелине, зеленый сипуль. Этот лук, нельзя так сказать, что это сипуль. Это рохелине сипуль, зеленый, цвет зеленый, рохелине. Это значит, что вот это вот наземная часть, как бы его. Сколько он стоит, я еще до него не дошла. Еще не знаю, потом скажу. Так, макароны, значит, 99 центов. Значит, одни из них вермишель, евро с чем-то, видимо. А вот эти 99 центов, значит, были. Полкило. За евро я бы не брала. Так, капуста, молоко, 59 центов. 59 центов, опять очень много литров. Не знаю, куда деваются. Молоко на эстонском будет пим. 59 центов. Где-то здесь еще капуста была. Вот она. Капсас. Она уже свежая, как сказать. Не вот это прошлогодняя, а свежая. Я люблю эти супы. У меня говяжьи косточки. И я вот туда этого, может быть, фасоли, капустки. А, нет, я же взяла свеклу. Борщ будет. Нет. Это капсас. Капуста. А еще для борща нам что с вами нужно? Свекла. Свеклу я беру вареную, как бы ни казалось странно. 69 центов она стоит. И я ее натираю в конце, чуть-чуть уксуса и в этот самый борщ. Да. Пачка таких взяла 2. И свекла на эстонском будет петь. Петь. А интересное слово, например, сквашенное молоко или сквашенный кефир. Петь. То есть тут 2 Е, там 2 Т. Тут, конечно, насчет того, когда спрашивают, что как эстонский язык, сложный он или нет. Но, в принципе, да, потому что здесь такая вот одна буква сыграет и все. Так, значит, огурчики, сливки евро 0,9. Кохвикор. Это сливки, которые идут в кофе. Не жирный рысккор, а кофекор. Сливки. Кофейные сливки. То есть это подразумевается, что они 10%. Еще одни булочки я взяла. Это фило тесто. Мы очень любим здесь со шпинатом и с сыром. И этих булок здесь на почти 5 евро.
5 штук. 5 евро. Ну, евро там с чем-то, да, штука. $0,79 сейчас творог ванильный. Творог 5%. И 89 центов с мармеладом. Я все время делаю запеканки. Размешать весь этот творог на пачку по яйцу, ваниль, изюм замоченный заранее в муке туда. Чуть-чуть, может быть, манки, пару столовых ложек или не надо. Он такой нежный, чуть сметаны, и будет вам запеканка. Вот очень у нас идет. А вот этот с мармеладом, со сметаной просто его размешиваешь, и там вот с кефиром вечером, например. Но это я все про ребенка больше. И творог на эстонском будет когупи. Так, что еще мы с вами взяли? Лук стоил 2 евро 29 центов. Так, и еще сыр. Сыр был сегодня со скидкой по евро с небольшим. Я люблю вот этот гауда, который 8 месяцев. Сейчас на все эти сыры скидка. Сыр на эстонском будет юст. Ну, вроде это как бы и все. И общий чек я вам сказала. Но общий чек я вам сказала на 57 евро. Но спасибо вам, зрителям, за то, что вы напомнили мне. А я хочу напомнить и вам, кто не прочитал этот комментарий, вам спасибо большое автору, что все скидки, бонусы, не скидки, бонусы, накопленные за год на карточках Гросси, Максима, Призма Конто, Максима деньги, до конца февраля эти бонусы нужно истратить. Спасибо тому, кто мне это написал. Мы шли в магазин с целью как раз их истратить. У меня их здесь, у нас их 12 евро 47 центов этих бонусов. И если бы сегодня мы забыли. Мы зашли, договорились, да. Потом в кассе то все и забыли. То есть было бы так, 57 евро минус почти 13. Это то, что вот эти вот бонусы мы бы платили меньше намного. А мы забыли. Но до конца месяца мы явно еще в магазин пойдем. Да, но нам надо сходить во всякие магазины. У нас и в Гросси накопленные наверняка бонусы, и вот в Максиме 12, почти 13 евро не снято. При Призму давно забыли, что мы туда перестали ходить, этот магазин просто близко. Там, наверное, эти бонусы конту, ну... В общем, я к тому, что если у вас где-то эти есть бонусы, не забудьте снять до конца февраля, а то они сгорят просто и все. Вот мы уже забыли. Хотя знали, нас предупредили, и мы договорились, все равно забыли все. Вот так. Так что все, наверное, на сегодня все. Немножко такой вот, и то не как бы не влог, да, домашний. Как-то у нас с вами съехали мы с темы этих домашних влогов. Хотя очень много, тут у нас надо и расхламление делать, и у нас очень много пустых баночек, я смотрю, в ванной. Кристина не выкидывает, она их так и то любит. Вымылся, поставил. Вымылся, я так как начала пробовать. Они там все пустые, эти банки. То есть надо заняться нам с вами расхламлением, какими-то домашними делами. Но вот контента много разного другого, поэтому как-то будем чередовать. А то как-то была тематика влогового канала, а теперь только где подешевле, где что... Куда-то. Ну да, это понимаю, это полезно для зрителей, но в принципе формат канала был влог. Куда-то он делся, ну ничего. Будем перемножать это все, согласны? Все, а сейчас с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всего вам хорошего, светлого, доброго. Солнышко вам всем в душе. И до весны осталось пару шагов. Я такая, как Каллистон и Армастон. Люблю и обнимаю.